Володя предложил мне рассказать о Старом Топляре. Это значит, было еще в советское время. Собирались сделать на Алтае Катунскую ГЭС. И значит, общественность, в общем-то, к этому относилась достаточно равнодушно, потому что это у нас как бы было уже заведено, все затапливать и везде делать различного рода ГЭС. Великую Волгу там загубили на корню, сделали там целый каскад ГЭС, столько прекрасных ГЭС затопили. Вам не приходилось видеть Волгу до затопления, мне пришлось видеть Волгу до затопления, после затопления. Так что я знаю, сколько прекрасных мест было вот отдано на жертву для вот этих вот строек коммунизма, строек социализма и так далее. Ну вот очередная вещь, это была Катунская ГЭС, и тут уже общественность как бы, слегка стала просыпаться и пыталась воздействовать. Я участвовал в нескольких всесоюзных конференциях, где мы пытались аргументировать, что это нельзя и невозможно делать, потому что здесь была опасность не только от того водохранилища, которое образуется в Алтае, на Катуне, но и под угрозу значит, попадает огромное пространство ниже Алтины, там пойменная луга, вообще пойменные, и они все живут за счет того, что по весне они затапливаются. Значит, и после этого там значит, прекрасно растет и древесный кустарниковый, и травяная растительность и так далее. И это как бы основа основ всех приречных экосистем. Ну и, собственно, и хозяйственное местное население. Но нас не очень слушали. Кстати, не только экологи выступали. Выступали против этого также и археологи. Потому что Алтай один из центров так сказать, происхождения человечества. Вот, собственно говоря, там шел в то время бурный этногенез. Почему вот японцы к нам так хорошо относятся? Мы, собственно, из одного места произошли. Только вот они пошли и переправились через вот это Японское море, а мы вот как-то застряли на просторах Центральной Азии, а то были японцы. Вот. Или нам надо было двигаться в сторону Средиземного моря, в сторону Атлантики, мы уже были французы. Почему здесь остались. Вот. Но это не просто вот так слова, что это как вот, родина очень этноса народа. Собственно говоря, с Алтая стартовали также и индейцы. Те, которые населили и Северную, и Южную Америку. Вот одна из точек старта, это были индейцы. В прошлом году я был на Аляске, и там разговаривали там собрались как раз коренные народы всего мира, со всех континентов. Ну, в общем разговоре я развлекался тем, что говорил, что вот Аляска, индейцы, там, которые на Аляске, это все вот эти газбаи, которые пошли от Алтая, и пошли вот в ту сторону и стали. Почему? Что такое эскимос? Это эскимас, да? Я не старикашка, да? Вот. Там сама Аляска, Аласка, да? Понятно же, пестрые скалы и так далее. То есть вот там очень много. Мы ездили там на экскурсии
по берегу одного залива Турнагай. Ну, Турна, ясное дело, это же наш Журавель, они не знают, называют эти свои заливы такими вещами. Ну вот, ну я развлекался, а потом наши ребята, которые были со мной, они это подхватили и вот уже стали публичными. Как здорово, мы такие сякие. Все произошли от нас. Я потом пытался их удержать, я говорю, вот вы говорите, что обезьяны от нас произошли. Вот. Так что давайте, я говорю, пошутил, а вы пошутили. Вот. Но мы кое-чего добились. А сейчас этих эскимосов не называют эскимосами, их называют инуитами. Все и гренландские эскимосы туда же, все инуиты. И мы попали в группу инуитов. То есть вот там разделили все эти коренные народы на разные группы. Вот мы попали в группу инуитов, вместе с ними ходили, обедали, ужинали и завтракали и так далее, разные мероприятия. Вот. То есть как бы нас признали. Ну, вот это некоторое отвлечение, а вот там получилось так, что под затопление шли очень древние захоронения. Палеолитические, неолитические и так далее. И не только захоронения уже потом бронзового века, железного века и так далее, и так далее. То есть богатейшее культурное наследие, все должно было уйти под воду. Ну как это случилось, положим, на Волге. Но вот мы были как раз в экспедиции, которая пыталась доказать, что тут очень ценная с экологической точки зрения земля под воду. Но как ученые, конечно, пытались показать это на высоконаучном уровне и так далее. Через некоторое время в нашем лагере появилась вот самая настоящая шестеровка синтокляк. Вот такая старомодной шляпки. В общем, собственно говоря, она совершенно не в походном виде. Вот, и у нее ничего, кроме вот такой сумки полубазарной не было с собой. Вот. И она, значит, к нам объявилась и сказала, что вот она будет с нами жить. Ну, страшно объявились. Нет ни спального мешка у нее, ничего, но кое-как мы скребли, чтобы где-то поселили. Она могла спать, уголочек какой-то выделили. И она с нами, собственно говоря, ела, пила и так далее. И с утра до самой ночи нас всячески ругала. По-всякому. Что мы такие сякие, что вот мы помогаем этой проклятой власти загубить такую замечательную природу и так далее, и так далее. Вот. Мы, значит, чтобы как-то от нее отстать, где-то там кому-то отдали и в жертву на растерзание, поехали к нашим друзьям археологам, которые вот, срочно все это выкапывали из-под земли, чтобы это все не ушло под воду. То, что у нас произошло при затоплении вот этого водохранилища Тургунской ГЭС, самый древний очаг земледельческой цивилизации на территории Центральной Азии был отдан в жертву. И там огромное количество памятников. И эти памятники вскрывали самым варварским способом. Пускали бульдозеры, все это выворачивали и брали только золото. Потому что надо было отправлять туда, в центральные власти, пополнять золотые запасы и все прочее. Чтобы опять же строить вот такие вот такого рода ГЭСы. Там культурный слой и вообще вот местами почва, она до 14 метров. Это вот как в черноземной части Восточной Европы. И вот это все ушло под воду. И там 300 тысяч гектаров, у нас вот такая уж
богатая земля, природная возделывания страна, 300 тысяч гектаров отдали. И узбеки обещали нам возместить это Ферганское долина. В результате получилось, что Ферганская долина у нас было отнято еще приблизительно столько же земель. Вот. И все это, в общем-то, как-то сошло с рук. Так вот, мы пошли с этим нашим друзьям, археологам. Ну, это, конечно, очень прискорбно видеть, как это все выворачивается, все эти кости, черепа и так далее. Вот. В такой спешке. Вы, наверное, по телевизору видите, как с каким тщанием, там, с этими метелочками и так далее, по крошкам все это собирать. Здесь ничего, это все выворачивается, что попало под руку, все берется, понимаете, это было варварство жуткое. Собственно говоря, это один из признаков падения. Любая империя начинается с того, что она не признает культуру, любую, там, других народов, свою культуру, свое прошлое. С этого, ну, это, я не успеваю, не успею приводить пример, что благо, совершенно могущественное, более могущественное в мире не было империи, как Римская империя, и было в этой империи в этом виде. В этом виде, что я такое сказал, то, что мне понравилось властителям, они его выгнали из этой империи. Вот. Великий поэт. Ну, что великий поэт рядом с великой империей. Вот и все, и империи не стало. То же самое произошло с Советским Союзом. Так вот, мы у этих наших археологов встретили точную копию нашей рукописи, и которая вот с пены рта кляла этих археологов за то, что вот они так себя ведут, и, в общем-то, он говорит, мы говорим, нет, вот мы специально же приехали для того, чтобы изучить и доказать. Вы, говорит, просто дураки, они вас, или вы нам голову морочите, или не нам голову морочите. Вы вот, делаете эти исследования, они, в общем-то, плевать хотели на ваши исследования. Потом мы узнали еще больше, что такого рода старухи высадились во всех отрядах, которые там работали, в областных центрах высадились. Откуда это они появились, неизвестно, с Луны прилетели или как. Ну, в общем, это был такой довольно мощный отряд старух, которые ровным счетом ничего не соображали в экологии. Вот. И ровным счетом ничем не аргументировали, кроме тем, что вы делаете неправильно, вы дураки, идиоты и так далее, и не смеете вообще дальше там ничего делать. И те, которые строят, и вот те, которые как исследуют все делают. И в конце концов они победили. Не мы победили, они победили. Это закрыли строительство. Вот, это говорит о том, что, в общем-то, в какие-то моменты такая общественность. Мы вот привыкли думать, что вот для этих вещей надо аргументировать. Надо вот там, показать это все, доказать, вот они все это поймут. Я был тоже в числе такого рода людей. Я потратил не меньше 10 лет, чтобы экологически воспитывать наших руководителей. Когда то, что сейчас называется Академия менеджмента, это еще при Икаеве был институт повышения квалификации, раньше еще даже курсы были повышения квалификации этих вот высших эшелонов власти. Вот. И вот в первом Акаевском правительстве большинство этих министров, в общем-то, были у меня личные знакомства, которые мне были дружны. Вот, а через нас проходили все от министров до районных звеньев,
из спортивного руководства, заведующих отделом ЦК Компартии, и кончая тоже районными звеньями и так далее. То есть мы последовательно обучали всех. И я думал тоже, что вот надо обучать экологии, они тогда не будут делать все правильно. Вот 10 лет я потратил на это. И вот я убедился в том, что это каста, которая абсолютно закрыта для какого-то нормального восприятия действительности. Они там делают свои дела. Это причем никакого отношения не имеющего к управлению, грамотному управлению государством. Ну, вот тоже один эпизод. Я, значит, читаю лекции министрам, вот, и один из них некоторые поднимает руку и говорит мне: вот ты, конечно, умный, ты много там читал, то все много знаешь. Ну вот ты посмотри на эти рожи. А мы, значит, позавчера только где-то там сидели, выпивали, закусили. Вот, говорит, посмотри на эти рожи. Вот, видишь, да? Они, говорят, ничего выше уровня анекдота не понимают. А ты, говорит, пытаешься его какие-то высокие идеи рассказать. Вот, то есть мы все-таки смотрели, с какой историей мы делаем. Ну, собственно говоря, даже не в этом дело, как они, что они способны воспринять. Это китайцы говорят, что в сосуд, который наполнен до краев, нельзя влить даже еще одной капли. Вот они налиты до краев неизвестно чем. Вот, и пытаться в них еще влить какие-то знания, это дохлая затея. Вот через 10 лет я в конце концов бросил все это дело и перестал тратить время на обучение, уговаривание и так далее этих власть придержащих. Я думаю, что значит, вот, нужно все-таки нам как-то постараться. На них тоже надо воздействовать, но, по-видимому, это не через мозги, а через инстинкты. Это не боятся, по-моему, потерять власть, все привилегии с этим. Вот если давить на эту чувствительную точку, то тогда есть надежда, что они будут хоть что-то делать правильно. И вот, но тут я столкнулся с тем, что ладно, но, грубо говоря, они дураки. Но ведь мы не лучше. Вот. Мы на них должны давить, мы их должны побуждать делать это, а в результате получается иногда еще хуже. Вот значит, в Сысыкуле. Вот в свое время у нас очень пошло очень сильно, мощное общественное движение, еще тоже вот в советское время. И мы, значит, добились достаточно много уступок со стороны властей, в том числе и изменения законодательства и прочее, прочее, прочее. И вот под эту горячую руку некоторые общественные организации экологические, значит, общественные деятели, опять же, экологические, они стали требовать, что вот по нашему Иссык-Кулю, который чист как слеза, нельзя никакого транспорта. Вот что надо ликвидировать весь транспорт по Иссык-Кулю. А тогда перевозки были через Иссык-Куль, грузовые и пассажирские. От рыбачьего тогдашнего до тогдашнего Кружевского. И добились, однако. Хотя я там выступал, пытался доказать, что из этого ничего хорошего не выйдет. Вот, нам надо добиваться снижения загрязнения на самом таком водном транспорте, но не ликвидации водного транспорта, потому что грузопотоки все равно будут. А грузопотоки по суше, по сравнению с грузопотоками по воде, вносят загрязнение в окружающую среду по меньшей мере в 20 раз больше.
20 раз. И поскольку Иссык-Куль это замкнутый бассейн, то все, что попадает на поверхность земли в этом бассейне, все в конечном счете попадает в озеро. И действительно так оно и произошло, и так оно и идет и до сих пор. Эти грузопотоки пошли по суше, и загрязнение стало настолько колоссальным, что сейчас под вопросом стоит, останутся ли на Иссык-Куле лягушки. Нам это вообще плевать, конечно, выше этих несчастных созданий. Значит, в некоторых местах они уже вымерли, в некоторых местах их численность упала чуть ли не в 100 раз, если не больше. А лягушки вообще-то индикатор чистоты среды. Так вот, они чего добились? Это экологи добились. Те абсолютно безграмотные, но крикливые. Вот. Добились. Что они, так сказать, раскупорили еще более мощный источник загрязнения и способ загрязнения среды на Иссык-Куле. Той же самой водной среде. Поэтому я думаю, что вот нам, как потенциальным членам групп влияния, воздействия, нам необходимо также достаточно четко себе представлять, что мы требуем и что нужно требовать, какие последствия будут от этого, и какие последствия от тех способов хозяйствования, которые сейчас мы имеем у нас в стране. Вот мы очень часто находимся во власти просто слов, за которыми не стоит ничего. Или стоит, еще хуже того, стоит большая ложь. Мы, например, вот нам, например, говорят, что у нас есть, значит, в стране, в нашем правительстве, в нашем государстве есть охрана природы. Вот если вам в дом посадят такого охранника, после которого через день, через месяц вы не будете досчитываться много чего того, что у вас там было, вот. Мало того, он бы хамел вообще, хотел вас, пускал, вот и так далее, то, конечно, вы бы не могли считать, что это нормально, и что это не охрана. Вот, это называйте чем угодно, только не охрана. Так вот, нам говорят, что у нас есть охрана природы в Кыргызстане. Что значит охрана природы, если у нас ни по одному параметру нет, так сказать, ну хотя бы стабильного состояния, или же восстановления прежде существовавшего состояния. Мы по всем параметрам значит, видим полное разрушение природы. Собственно говоря, та охрана, которая так называется у нас, которую вот нам говорят, это не охрана, это затянувшийся похороны природы. Ну, по всем параметрам. Ну, сравните, значит, положим, в 1985 году Красная книга вышла, и теперешняя Красная книга. Там уже по всем, так сказать, группам видов мы наблюдаем резкое возрастание численности. И это еще при том, что не все туда попали, которые действительно заслуживают такого чрезвычайных мер. И красные книги, они превратились вовсе не в, так сказать, инструмент охраны,
А инструмент вообще вот того, что вот, каждая страна едва ли не начинает соревноваться с другой, чтобы вот, издать эту красную книгу, цветные рисуночки, картиночки, что-то там такое мы там поговорили. Ни по одному виду из красной книги не принимаются должности. Те, которые в этой красной книге прописаны. Она не для рисуночков создается, а как руководство к действию. Действия этого нет ни по одному виду. Вот, например, в этой красной книге специально, потому что у нас ранее не было получено положение с Барана Марко Поло, включили этот подвид. Раньше у нас только Тиньшанский подвид. Включили все, чтобы Ошо Баран Марко Поло деген кыргызчасы эмне, ага? Архарда Марко Поло. Просто кыргызча нет, это подвид. Подвиды в основном имеют только одни латинские названия. Во всех языках. Так вот, это подвид, который существует на Алтае, на Алае и значит, у нас, и вплоть до восточного Пшена, до Средиземья. Ну вот, и на него проводят охотничьи туры. Сейчас, хотя мы отключили эту красную книгу, охотничьи туры вовсю идут. Вот. И вот в настоящее время вот эти архары под угрозой полного уничтожения. Я недавно получил сведения о том, что идет вот в данный момент здесь, там их отстреливают десятками. Вот. И на базарах продают там все, там очень даже спокойно. И местные, кто попал. Все это началось с государственных служб. Вот эти вот наши доблестные пограничники ничем другим не занимаются, как уничтожением природы. То есть ни один враг, они, значит, от врагов нас защищают. Ни один враг такого ущерба нашей природе не мог нанести, какой наносит он. То есть это вот просто примеры, которые говорят о том, что нельзя, так сказать, принимать просто слова. Надо смотреть на дела. По делам мы видим, что государство не заинтересовано в охране природы, а заинтересовано в уничтожении. Потому что вот это оно успешно делает, охрану нет. Вообще ее нет как таковой. И поэтому вот у нас все-таки достаточно серьезная задача, чтобы как бы самим достаточно четко понимать, как и что нужно делать для того, чтобы сохранить нашу природу. И при этом вот очень часто значит, многие жители на местах, они считают, что охрана природы это такое дело, которое никак не связано с их заботами, с их интересами. Это кто-то там, для кого-то там нужно, для чиновников, для экологов, для того, чтобы получить грант или вообще черти чем заниматься и так далее. Как говорил не один, я работаю со всеми правительствами, со всеми нашими парламентами, вот, и я пытаюсь до них достучаться, и слышу совершенно одинаковую стандартную фразу от них, от достаточно высоких деятелей. Но кто у нас был последний премьер Киевский? Да не Русин. Ну, он тоже, да, последним он был, да. Ну вот я от него слышал фразу, мне лично сказанную фразу. Сначала мы накормим народ, а потом
будем заниматься вашей экологией. И это у них формула такая. Под народом он имел в виду себя, наверное. Верх, так сказать, государственной мудрости. Вот всех таких надо просто дисквалифицировать и на пышный выстрел не подпускать к власти. Тогда они говорят сначала мы находим наш народ, а вашу экологию это когда-нибудь еще. Он живет, понимаете, в совсем другом мире. Вот экология, она наша, и его забота. Между тем, именно государство должно заниматься в полном объеме экологическими проблемами, потому что в отличие от всех других проблем, это как раз только государство может решать в полном объеме, потому что государство по своему смыслу должно преследовать не какие-нибудь частные интересы, а интересы всех граждан без изъятия. Ну, потом это долговременные проблемы, которые за пределами, так сказать, возможностей отдельных индивидов и каких-то отдельных групп, а это именно для того и существует государство, чтобы решать долговременные интересы всей страны. Но это, так сказать, получается чисто теоретически. Вот если я вам уже надоел, вы сразу скажите, да, потому что я могу говорить достаточно долго, я лучше перейду к этим. Нет, там, может быть, вопросы есть по этому части? Я Есть? просто По я общественности? записываю некоторые ваши эти. Хотела потом статью написать. Но я, наверное, вопрос задам потом, чтобы не отвлекаться. Вот. Ну вот, и этот же семинар, положим, посвящен проблемам управления, экологического управления. Но, так сказать, разные люди вкладывают разный смысл во все это дело. Вот. И есть достаточно такое широко употребительное словосочетание, которое вот говорят управление экосистемами, управление биоразнообразием и так далее, и так далее. Так вот, есть теория управления, есть теория систем. И теория управления, в частности, говорит о том, что управление эффективное вообще может осуществляться, а не просто заменяться словами. Только тогда, когда управляющая система сложнее, чем управляемая. В противном случае эта управляющая система, если она действительно настаивает на своем управлении, она это может делать только упростив эту систему, которой она занимается, до вот своего низкого уровня, чтобы по возможности опустить еще ниже. Самая эффективная система управления – это армия. Вот. И армия может быть эффективной лишь до того момента, пока там действует принцип управления «я начальник, ты дурак». Это совершенно неизбежно. Или так, или не будет управления. Но армия может решать страшно ограниченное количество задач. Фактически армия, это, собственно говоря, она работает на разрушение. Ну, уничтожение противника, разрушение его оборонительной мощи и прочее. Для, так сказать, созидательных целей не годится, потому что любая созидательная цель – это достаточно сложный механизм, сложная система. И вот армейские методы управления абсолютно не годятся. Но так повелось, что мы считаем армию образцом, так сказать, управления. Вот такие великие принципы, как исполнительность, дисциплина, и так далее, все это вот четкость, это все, значит, как бы
бытовые признаки армии, которая необходима везде и всюду, всегда. Вот. Тут же, опять же, нужно понимать, что существует также государственное управление, которое каждый раз вырождается в какой-то вариант армейского управления. То есть вот эти все авторитарные управления, тоталитарные и так далее режимы, это все, так сказать, попытка заменить управление принуждением. То есть упрощением системы. И мы действительно имеем, так сказать, видим, что в результате таких вещей эти системы управляемые чрезвычайно упрощаются. И вот это упрощение, если в армии оно еще может играть положительную роль в той узкой сфере ее деятельности, то в обществе оно, собственно говоря, уже не эффективно. И поэтому, значит, очень часто управление подменяется выполнением чрезвычайно ограниченных задач, которые в целом не решают проблемы общества. Вот это я привожу для того, чтобы понимать, что управление – это не просто слово, которое мы считаем, что мы управляем, значит, разнообразно. Мы такие люди. Управляем экосистемой или еще чем-то. Это настолько глупо, настолько идиотически, что просто хуже не придумать. Хотя это вообще очень широко используется, и все в это верят. Биоразнообразие. Как это управлять биоразнообразием? Биоразнообразие – это, собственно говоря, способ существования жизни. Потому что жизнь, ничего более сложного, чем жизнь, вообще придумать невозможно. Все, что создано человеком, все, вот во всем мире создано человеком, оно значительно проще, чем одна бактерия. По своему устройству, по свойству. Значительно проще, чем одна бактерия. Вот с точки зрения системы. И воображать, что человек может управлять бактерией, это просто невозможно. А человек воображает, что он управляет разнообразием, управляет экосистемой. Самая простая экосистема, самая простая естественная экосистема. Вот тундровая экосистема. Уже проще некуда, это на грани существования. Они приблизительно 9 месяцев в году вообще не живут. Это все дохлое, мертвое, это все замерзшее и так далее. Вот это тундровая экосистема, которая функционирует всего 3 месяца в году. И она состоит не меньше, чем из 100 тысяч различных видов. 100 тысяч различных видов. И каждый из них намного сложнее бактерий. И наша вот экосистема, которая в Кыргызстане, у нас вот аналоги тундровых, это наша высокогорная экосистема, альпийские, субальпийские и так далее. Они еще значительно сложнее, чем тундровая экосистема. Я уже не говорю о лесных экосистемах. У нас леса занимают, если верить лесникам, не занимают 5% территории. Но они говорят иногда, до 7 договорятся, до 8, да? Лесники как, сколько у них там по максимуму? То есть, это, конечно, иногда хорошо для отчета, но фактически не соответствует. Так, ладно, даже возьмем 10% чистой брони. Вот. Так вот,
на этих 10% территорий живет более 60-70% всего биоразнообразия. Но настолько сложная с точки зрения биоразнообразия системы лесные, что это очень чрезвычайно сложно. Человек худо-бедно еще может управлять антропогенными системами, сельскохозяйственными землями, пахотными землями. Но только потому, что количество видов там на несколько порядков меньше, чем в естественных экосистемах. Они там держат под контролем, ну, не больше сотни, 200 видов. Все. Это в то время как в естественных сотнями тысяч, миллионами количество видов рассчитывается. Вот поэтому нужно просто понимать или метафоричность, или очень сильную ограниченность терминов. И когда человек всерьез начинает управлять этими экосистемами, естественно, то он начинает неизбежно сводить эти экосистемы к более простым экосистемам. Вот он должен довести все эти экосистемы дикие до состояния родины садами. Всю землю там превратил в цветущий сад. Человеческая жизнь. Потому что жизнь – это не свойство человека, это свойство дикой природы. Только дикая природа живая. Потому что из неживого делать жизнь может только дикая природа. Ну, по самым скромным подсчетам, несколько десятков миллионов видов. Это обыденному сознанию это представляется просто излишество. На самом деле это единственная возможный способ существования, то есть способ вообще производить жизнь без жизни. Это же надо делать ежеминутно, ежесекундно, и на сонном уходе, в отпуск и так далее, как наши великие государственные. Это постоянно такая работа. И поэтому главная наша задача не воображать, что мы управляем, а не мешать. Вот что какая главная задача. Не мешать, не разваливать уже существующую естественную систему управления, естественных экосистем. Потому что любые способы всерьез управлять этим всем, это значит разрушать. Ну а теперь я, наверное, все-таки перейду к слайдам. Не к вопросу, а вот к теме. Значит, давай первое. Значит, наверное, мало кто, так сказать, задавался себе вопросом, почему, положим, такое большое разнообразие, положим, живых существ, я как-то попытался объяснить сам по общих словах. А вот почему еще большое разнообразие экосистем? Почему вот нельзя, положим, ограничиться там 2-3 экосистемами? Экосистема лес, положим, экосистема травяная, и все. Из леса мы будем получать древесину, а с травяных розы. А все остальное будет. А если и травяных систем существует огромное количество, и лесных существует огромное количество. Опять же, считается, что это какая-то избыточность, потому что в отличие от разумного человека, природа неразумна. И вот она расточительна, делает, что попало. Человек более рациональный. Так вот, значит, это вот только как бы основные классы экосистем.
для Кыргызстана, и вы видите, что здесь и то не все, в общем-то, основных около 20. Вот. И вот эти вот экосистемы, они разно устроены, потому что они соответствуют разным условиям, в которых необходимо воспроизводить жизнь. И у них разные стратегии воспроизводства жизни. Вот для примера лесные экосистемы и травяные экосистемы. Лесные здесь вот в первой половине, а во второй половине это вот все травяные экосистемы. От тропических лугов до низкогорных степей. Так вот, в лесных экосистемах нет полного превращения в годичном цикле, полного превращения вот этой биомассы, которая была накоплена за вегетативный период, то есть летний период, в теплое года, она должна вот в травяных экосистемах полностью превратиться была доведена до минерального состояния. В дикой природе этому помогают, положим, дикие копытные, у нас они заведены скотом домашним, ну и огромное количество других потребителей биомассы. Ну, из них наиболее многочисленная группа – это насекомые. Мы вот как-то тоже начали себя даем отчет, но вот наше время мы занимались экосистемой, занимались определением биомассы различных групп растительных и различных групп животного населения. И оказалось, что вся биомасса всех позвоночных животных, это скот, это люди, собаки и все дикие животные, включая мышей, полевок и так далее. Вот вся эта биомасса вместе взятая, она попадает в процент от ошибки определения биомассы насекомых. То есть, мы видим вот этот скот и считаем, что вот это главные потребители. Главные потребители – это насекомые. Вот по своей биомассе они составляют просто подавляющее большинство среди потребителей. Вот именно они, эти потребители, являются первым звеном утилизации. Потому что как только не будут полностью утилизированы вот эти все остатки, не остатки, а вся биомасса, экосистема, травяная экосистема, начнет деградировать. То есть остается там различного рода ветошь, она покрывает, положим, всю землю, через нее не может пробиться на следующий год другая растительность и так далее, или попадает в очень сильное затемнение. И в конечном счете вот эта экосистема травяная, она может погибнуть. Поэтому здесь вот стратегия такая, чтобы все перерабатывалось. И задача человека вот этому процессу не мешает. А у нас ведь умники чем занимались в советское время? И сейчас пытаются этим заниматься. Вот, положим, вдруг появляется огромное количество прямокрылых, ну, саранча наиболее известно. У нас саранча, так сказать, очагами, а повсюду у нас тоже называют кузнечиками или саранча, но это кобылки. И вот они, значит, съедают все тоже подряд. И человек начинает управлять этим процессом, начинает рассыпать там различного рода ядохимикаты. Эти ядохимикаты, это там на мешке, там на упаковке написано, что против саранчи. Но, значит, природа читать не умеет, она не такая умная, как человек.
и дохнет она вся подряд. Вот. Потому что это яд, в первую очередь. В первую очередь гибнут саранчане полностью погибают. Полностью погибают все враги саранчи. Мы имеем такую локальную экологическую катастрофу. Вот сейчас мы получаем большое количество различного ядохимикатов из Китая. И это действительно очень большая опасность, потому что они не сертифицированы, и они не соответствуют точным экологическим требованиям. И вообще-то говоря, это напрямую битва жертвы этого управления. В Монголии на огромных пространствах погибло огромное количество птиц, млекопитающих, животных. То есть это то же самое в Тибете произошло. Это то, что мы знаем. На самом деле это не управление, а просто уничтожение. А в конечном счете упрощение этих экосистем. А простые экосистемы не жизнеспособны. Простые экосистемы в конечном счете вымирают. Вот я для этого привел вот это все это дело. Ну, значит, я про стратегию лесов. Значит, вы видите, что значит, общая биомасса значит, вот, этих травяных экосистем, она значительно в разы меньше, чем биомасса лесов. Это нужно учесть при этом нужно, что вот я уже говорил, что леса не больше 5%. Все остальное вот это изменение. Тем не менее, вся биомасса растительная в основном сосредоточена именно в лесных экосистемах. И вот эта биомасса – это способ существования экосистем. Они не могут производить больше биомассы, они не успеют переработать. Вот это то, что они производят, это то, что они нужно переработать внутри одного годичного цикла. И другой момент – это то, что у травяных экосистем значительно меньшее, так сказать, биологическое разнообразие, они значительно круче, чем лесные экосистемы. И вот их биомасса – это способ взаимодействия с окружающим миром. То есть это способ взаимодействия. Почему? Потому что чуть меньше биомасса у каждой из них значит, становится, значит, то есть ниже нормы. Эта экосистема не сможет успешно восстанавливаться. Не сможет меньше восстанавливаться. То есть вот эта цикличность нарушается, она начинает вырождаться. И чаще всего вырождение идет в сторону более простой системы. То есть вот луговые экосистемы, они, вот солоноиды тоже они относительно луговые экосистемы. Вот среднегорная луга, луговые экосистемы. Вот видно, что у них заметно больше по своей биомассе. Но вот если, значит, там скот или какое-то другое причине выедает себе биомассу больше количества, чем сложено, они начинают вырождаться и переходить в более простые системы, то есть луг переходит в степь, если продолжать ее эксплуатировать, переходит куда? Что? В пустыню? Правильно, в пустыню. А пустыня уже переходит в бэкленд. То есть земли, на которых ничто уже не восстанавливается. То есть эти вот системы прекращают существовать как экологические системы, поддерживающие жизнь. Следующий, да?
Ну, это как бы повторение того, что там было, просто это в цвете. Следующее. Вот это вот по площадям. Вот вы замечаете, что значит, вот эти вот лесные экосистемы занимают очень небольшие площади, это квадратных километров. И вот как раз травяные экосистемы, они занимают очень большие площади. Подавляющая площадь Кыргызстана, она занята именно травяными экосистемами. И вы замечаете, что вот огромное количество площади у нас занимает по, так сказать, сравнению с отдельными экосистемами, у нас занимает вот антропогенные экосистемы. Но вы увидели, что по биомассе они намного уступают и естественным экосистемам. То есть их воспроизводство держится только на усилиях человека. Это не собственное самовоспроизводство. И они, конечно же, используют практически не все возможности, которые предоставляет среда. Вот при нормальном течении обстоятельств вот эти используют практически все возможности, которые предоставляет среда для наращивания биомассы, если чего-нибудь не мешает. Дальше. Вот я хотел бы показать как бы различный потенциал различных областей по вот этим экосистемам основным, которые... Ну, это вот как бы просто пример. Чем располагают различные области вот альпийские луга, это те луга, которые существуют в самых таких слоях. Это, собственно, аналог тундровых сообществ. Но это альпийские луга находятся в достаточно сложном положении и играют достаточно большую роль в нашем и они хуже всего восстанавливаются в случае их разрушения, потому что они и так на грани возможного существования существуют. И у нас, к сожалению, именно вот эти альпийские луга в настоящее время разрушены в некоторых местах настолько, что они просто не в состоянии восстановиться. Вот еще в советское время приезжали специалисты из Биологического института Академии наук СССР. Они посмотрели на наши разрушенные пастбища и сказали, ну вот по некоторым, значит, вот этим, как минимум десятилетнее заповедание, прекращение всякого выпуска, для того, чтобы они восстановились. Этот эксперимент был произведен не специально, а потому что мы перешли в новое качество, мы стали независимыми во всех смыслах слова. И некоторые вот эти альпийские пастбища, они уже лет 20 не эксплуатируются. В том числе и дикими животными, потому что их тоже перестреляли. Вот. И они не восстановились. Не восстановились. Несмотря на то, что не никто их не использует практически. И это даже хуже, чем выпас. Потому что я говорил, что если ветошь никто не потребляет, то она забивает следующие поросли на следующий год. Это там накопление ветоши, которое не потребляется. Второе, что еще может быть хуже, это то, что не из чего восстанавливаться. Вот по весне некоторые фермеры, некоторые там
сельскохозяйственные производители рыдают. У нас нет семенного материала, нам нечем засевать поля и так далее и тому подобное. Нет семенного материала. Вот такая простая система, как аграрная, если не из чего, так сказать, воспроизводиться, она, значит, зарастает там сорняком. А здесь семенной материал тоже уничтожен, потому что те травы, которые выведены полностью, они уже не обсеменяют. Откуда брать? Ниоткуда. То есть, вот, которые бы полностью значит, соответствовали вот тому разнообразию вот этих альпийских лугов. А это очень для альпийских лугов очень просто сделать. Рассматриваем это вот в этом разрезе, то нам нужно смотреть не только по площадям, но нам нужно смотреть также и по состоянию. И если мыслить категорию всей страны, вот в этих областях находить участки с сохранившимися матрицами, и значит, их тем или иным способом значит, заповедать и в дальнейшем использовать для восстановления. Забирать, то тогда она не выживает. Она должна быть замещена на другую. Так вот, значит, каждая из этих ассоциаций приспособлена к определенному типу погоды, типу климата. Вот там, положим, есть 10-летние циклы, 10-11-летние циклы климатические. И вот эти все сочетания тепла и увлажнения, они там, каждому из этих сочетаний соответствует своя ассоциация. Индикаторами здесь используется птичка. Аналогичная такая же методика сделана по растениям. То есть, С птицами тоже плохо, да? Все обстоит дело. с птицами, да, конечно. Плохо это что значит, Марина? Ну, имеется в виду... Ты так трагически сказал уже, ты на забуте этот, как его зовут, алярм, ты трагически говоришь, что вообще жить не хочется. А у нас, помните, сегодня праздник, Буратино пошел в школу. Ну, имеется в виду количество... Количество уменьшается? Уменьшается редких количество? и исчезающих видов, если увеличивается, в целом популяция, если сокращается, то... Это понятно. Ну, это... Конечно, надо просто смотреть, где и какие виды. Вот, потому что, положим, у нас резко увеличилась численность майны по всей стране. Вот это Афганский скворец. Это значит, не признак благополучия, это признак разрушения экосистемы. У нас очень резко уменьшилось количество хищных птиц. Извините, то есть мы говорим о качестве, в данном случае мы говорим о качественном количестве, здесь разница есть, да, то есть как бы, что может быть количество кого-то увеличивается, а качество этого кого-то не совсем как бы, соответствует норме. Ну, вот это вот... Но вообще-то говоря, нормы должны соответствовать экосистеме. А это можно вот этих птичек считать этими индикаторами. Будет хорошо экосистема, будет хорошо птички. Будет хорошо птички, будет хорошо человек. Даже у Сена может. Я так понимаю. У Сенова уже никогда хорошо не будет. Больше В Киргизстане, во всяком случае. Дальше, давай. Так, давай дальше. Мы про леса в Венеру еще спросим про количество. Если Медипарыч общий, да. Венера обещала рассказать, что у нас с лесами будет. Да, новые данные. 5,6 я, да, прочитал официально. Это когда радостно, интернете. это полкует. А? Нет, это раньше же всегда 4, 4,7 где-то вот так звучало, да? Это вот сейчас Медипарыч скажет. Почти 1% нарастили. Я за это делал Нет, вообще я объясню, откуда этот 1%. Это не значит, что прям все хорошо. Просто неучтенное число показалось. Медипарыч говорил вообще, что в том ситуация другая должна быть с лесами. То есть это заслуги самого леса, они... Ну, конечно. Ага. Так он же вот
Нет, это заслуга лесников. Я так понял, что значит, все зависит от той ситуации, в которой готовится отчет. Если нужно получить деньги на, так сказать, то, чтобы значит, разводить этот лес, то они указывают, что вот упало, надо срочно получить деньги и значит, что-то такое делать. Если надо отчитаться за то, что мы в результате вот этой текучей деятельности по лесоводству площади приросли, то у них на следующий год эта цифра резко увеличивается. Это я все пользовался исключительно этими официальными данными и видел, что площадь увеличивается там не как в нормальном лесу, это нужно, положим, десятилетия, у них на следующий год все может произойти. Ну ладно, я прошу прощения. Так, значит, теперь я хотел просто сделать небольшие иллюстрации к тому, опять же, кто чем располагает. Вот мы видим, что вот антропогенные экосистемы, но это, значит, кроме населенных территорий, это в основном пахотные земли. И мы видим, что они относительно равномерно распределены по всей территории, а в Иркутской области только потому, что она сама очень небольшая, поэтому площадь общая заметно уступает. В Чуйской области можно свет гасить, да? Да. Чуйская область, но она по природным условиям благоприятна, потому что здесь много равнинных мест, пригодных для орошаемого и неорошаемого земледелия. Поэтому достаточно большие площади. Но это площади, не знаю, может быть, сельхозников они радуют, меня нет. Вот, потому что это площади отнятые от естественных экосистем и используемые самым диким образом. То есть получают урожай, совершенно не соответствующий нашим условиям природно-климатическим. В свое время я имел контакты с израильтянами, которые по приглашению нашего правительства приехали сюда, чтобы здесь какие-то совместные проекты реализовать. Ведь они в пустыне Негев, где нет вообще никакого никакой возможности мелиорации, орошения, от накапливаемого орошения абсолютно дикие урожаи получают. Вот. Я был на Северном Кавказе, наших друзей посещал, которые раньше не у нас здесь были, в сталинское время депортировали. Некоторые из них вот остались нашими друзьями. Приглашали туда познакомиться с их опытом освоения тех земель, которые были возвращены. И тоже у них там, конечно, с землями ситуация значительно хуже, чем у нас. И совершенно хуже, чем у нас. Но вот устойчивые урожаи, это получается значительно меньше площадей, значительно большим количеством, чем мы получаем. У нас, во-первых, вот тут вот из этих положим, только в Чуйской долине 30% вообще никак не используется. Пахотные земли, которые длинное орошение, 30% вообще никак не используется. А с остальных собирается, ну, не больше там 30% того урожая, который можно было собрать. Вы думаете, почему Европа так сильно поддерживает арабов в борьбе с израильтянами? Потому что Израиль, вот такая маленькая страна, которая размером с Чуйской долиной, она забрасывает сельскохозяйственной продукцией всю Европу.
и составляет огромную конкуренцию европейским производителям сельскохозяйственной продукции. Вот, и вот эти вот израильтяне, с которыми тут ездили через Катарину, и говорят: Господи, нам бы такую вот сделать, нам бы такую вот область. Мы бы, говорят, что вы, говорят, не можете продовольственную программу. Все остальное забросили к чертовой матери. Мы здесь бы все вырастили. И забросали бы, значит, все СНГ. Я про Центральную Азию вообще не говорю. Мы на мировой рынок вышли. Вот. Но, по-видимому, наше правительство это все услышало и испугался. Потому что мы начали накормить свой народ. Ну да, тут слишком много. А тут вдруг израильтяне будут кормить весь мир. Вот. То есть и проект этот не состоялся, к сожалению. Вот. Но на самом деле оно так и есть. Мы в свое время, еще в советское время, у нас была тут всесоюзная конференция между экологической и между сельскохозяйственной. И мы установили, что в принципе при современных технологиях все потребности Кыргызстана, плюс прилегающих территорий Алматинской области, Часказганской и так далее, можно было удовлетворить только за счет Чуйской долины, причем не всей Чуйской долины. Достаточно было площади, это теоретически по счету участников конференции, 25 на 25 километров. И все, и мы бы обеспечили весь Кыргызстан, всю Центральную Азию, и спокойно бы жили. Но тогда не позволял советский способ хозяйства, теперь же постсоветский не позволяет. Значит, в принципе, но это просто что у нас жуткий дефицит сельскохозяйственных земель, при этом по меньшей мере 20-30% недоиспользуется вообще, в залежах лежит. Вот. И с остальных получает очень мизерные урожаи, поэтому как бы это искусственный дефицит, и, так сказать, искусственное недопроизводство. И во многих местах начинают осваиваться земли, которые раньше были под естественными экосистемами, и причем осваиваются неправильно. Это вот всякая экспансия, захват все новых и новых территорий, это признак бесхозяйственности, безграмотности использования уже существующих ресурсов. Дальше, пожалуйста. Вот. Дальше речь. Илью я это нашу пустила. Да, и я же тут потерялись. Ну вот это я говорил о лесах, здесь, так сказать, наиболее распространенных лесов, это корчевники. Это вот их как бы площади заняты по различным лесам. И мы видим, что основные держатели расчетных лесов это у нас Баткенская есть, это Джалабадская. А дальше вот у нас Высокольской и Ныринской ничего нету. И вот небольшое распределение по Орской, Таласской и Чуйской. Вот тут нужно сказать, что леса в советское время, в 50-х годах особенно, когда надо было одеть суконные шинели самую большую армию в мире, все наши усилия были направлены на то, чтобы развивать эту экономию
животноводства, вот, то тогда вот очень сильно пострадали в первую очередь овчарники. Я в то время как раз интенсивно ездил по всей территории Тольятти и видел, как выжигались эти леса. Не просто выжигались, самым варварским способом. Огромные площади. И при этом сельхозники уверяли, что на месте этих лесов появляется очень хороший пастбище. Мы воочию убедились в том, что на месте выжженных лесов остаются голые камни. Площадь, это с этих площадей значит, почва до самых камней вся смывается. Это я своими глазами видел. И вот, на панораму я сам едва не стал жертвой этой политики, прилетев чуть ли не сотни метров по выжженному склону, вот, если повопутывали, я обожжен. Чудно просто остался за что-то зацепиться. Ну вот в то время было выжжено, я специально искал подтверждение наблюдаемых фактов в отчетах лесников, ничего, по нулям. Через некоторое время, когда там опять стали вопросы о том, что нужно финансировать эту отрасль, я, значит, прочитал уже, я достаточно долго повторяли, что за 50-е, 60-е годы площадь лесов представляется практически на 50%. Думаю, это тоже ошибка. Но это факт, то, что они действительно просто истреблялись, без всякой пользы, на огромных площадях. Дальше. Ну вот это вот распределение по площадям наших регионов лесов. Вы увидите, что значит, наибольшими держателями этих лесов являются Иссык-Кульская и Волынская область. Сейчас для лесов значит, представляет достаточно серьезную угрозу некоторые проекты, которые осуществляются в Кыргызстане при помощи наших западных партнеров. Я, может быть, здесь сегодня с тобой разойдусь. Но я со всеми этими деятелями в своем время взаимодействовал. И значит, понял, что у них абсолютно не экологический подход к этому вопросу. Ну, в частности, то, к чему я неоднократно выступал, и буду продолжать выступать, но это сейчас, по-моему, не так уж остро стоит, это расширение этих законных рубок в наших лесах. В свое время наши леса относились к первой категории, сейчас мы будем к первой категории. Но фактически их статус из-за этих вот рубок не соблюдается. Ну, в частности, вот эти вот несчастные лесовосстановительные рубки. И это следствие того, что к лесу относится не как к экосистеме, а как к значит, ресурсу. То есть стоимость лесовосстановительной рубки – это не восстановление леса главная задача, а извлечение древесины из этого леса, якобы с благими намерениями, чтобы лес перестал прорастать, вот его этот перестойный старый лес, лес надо к чертовой матери, вырубить, чтобы дать возможность вырасти молодым деревьям, которые будут прорастать, не зря просто будут стоять. Я правильно? Нет, я вас поддержу полностью. Я вас поддерживаю. Все, спасибо. Ну, что? Нет, я главное, чтобы Нет, рассказал, не что такое лесовосстановительность. Она так и есть. Вот. Но на самом деле это практически гибель лесов как экосистема. Потому что наибольшее воздействие, положительное воздействие на экологическую ситуацию оказывают именно вот эти вот перестойные леса, которые уже сформировались как
экосистемы, и они, можно сказать, заняты только тем, что восстанавливают экологическое равновесие в тех местах, где они растут. Лес, вот, они прямо говорили на целом ряде этих совещаний, все это прочее, лес должен приносить пользу. Многократно, сотни раз. Вот эти наши германские и швейцарские руководители. Лесники дружно говорят, потому что они наводили. Так вот, значит, на самом деле лес, он должен сохраняться как экосистема. И там не должно быть никакой хозяйственной деятельности. Под большим сомнением также и вот те единственные разрешенные санитарные группы, которые существуют еще в советское время. Но я опять же не из теории исхожу, а из практики. Ездил я по всему Кыргызстану, я по всем лесам ездил тоже. Вот. И я видел, к чему приводят вот эти санитарные группы. И благодаря вот, моим усилиям мне удалось снять 2 директоров лесхоза за вот эти санитарные рубки, которые превращались в настоящие лесозаготовки. Вот. Кроме того, я был в 2 правительственных комиссиях по лесу. Одна была при Молодом лесах, другая при Еловом лесах. И видел на самом деле, что такое на практике, что такое население лесоводства. Ну, в общем, из всех экосистем, которые существуют на территории Кыргызстана, самая ценная группа экосистем – это лесные экосистемы. И задача всей общественности настаивать на том, чтобы леса были восстановлены в прежнем реале. По самым оптимистическим расчетам, даже не оптимистическим расчетам, естественный лес на территории Кыргызстана раньше произрастал на территории в несколько раз больше, чем сейчас. Но об этом говорят очень многие вещи. Вот. В частности, вот здесь вот в нашем кыргызском молотом на высокотравных лугах встречаются виды трав, которые могли сформироваться только под пологом леса. Часто до ближайшего там леса многие километры. Значит, это все раньше было под лесом, потом это все вырублено, и остались, эти травы перешли под полог высоких растений. Раньше под кустарником, под лесом были. Это одно из свидетельств, там есть масса других свидетельств. В частности, одно время у нас занимались популяционным анализом и обнаружили, что на очень больших пространствах наших гор существовали леса, причем там очень большие запасы вот этой ископаемой пыльцы, которые свидетельствуют о том, что были достаточно мощные леса, которые сейчас совершенно не существуют. Там до ближайших лесов, может быть, сотни километров. То есть это как бы природная, вот совершенно как бы ненормальная ситуация. Это когда суммарное количество осадков вполне достаточно для того, чтобы рос лес, а на этом месте растет только какая-то травяная растительность. Это ненормально. Везде, где достаточно осадков, должен быть лес. То есть и даже чисто климатически, если свидетельствует о том, что лес был и должен быть, а его, значит, просто сменили. Я был с одним из великих ученых нашего времени, собственно говоря, последователь Вернадского,
вот, на ИСП, это профессор Кашков. Вот. И мы были в резиденции 2, и мы вышли на свои работы, я им показывал склоны этого Кумбея, говорю, вот, смотри, вот это вот у нас, не то, что у вас, у нас вот островками растет лес. На этом склоне показываю. Видишь? Такими островками. Говорит, а ты что думаешь, что это так всегда было? Там уже, говорит, осадков выпадает ровно столько, чтобы все заросло лесом. Значит, помогли сделать островки. И действительно, вот он, единственный раз приехал, человек, который в этом деле понимает, по-моему, больше, чем любой другой человек в мире, он сразу с первого взгляда увидел, что это вот эти островки, клочки лесов, это совершенно ненормальные явления. Потом посмотрели в самых разных местах Кыргызстана, где угодно. Там, положим, нижняя граница леса, как бритвенный лес. И такими какими-то язычками, клочками опять же находятся. Это ненормально, потому что лес переходит, положим, в ближайший луг только до нужно переходить, только через опушечную зону. Должна быть у леса опушка, нормального леса, если не экосистема. Если его не выедает, не выкашивает и не вырубает постоянно. Вот это совершенно очевидный признак того, что леса у нас не охраняются должным образом. Это я не упрек делаю лесникам, потому что это делают не только лесники. Это упрек всему местному лесу. Потому что нет культуры леса, нет культуры деревьев совершенно. Вот. У нас вот был стационарный рядом был пионерский лагерь. Мы на этом стационаре посадили, сделали там зеленую зону, там, кучу разных деревьев. Вот. Однажды, на территории пионерского лагеря, это все теплое время, там ни одного дерева, ни кустика, почему? Пустыня. Вот. И однажды мы приехали, проводили исследования на другом стационаре, и приехали, значит, попозже на наш стационар. У нас половина деревьев. Оказывается, пионеры вожатые, значит, поручили своим детишкам повырубать там, вот у нас целый день тополей было, вот все там повырубали, сделали копии для дружины вот этого Черномора или кого там, они там, видите, устраивали праздник. Да? Это вот, пожалуйста, культура, которая говорит о культуре этих несчастных недовожатых, и о культуре детей, которых никто нигде не учит, что каждое дерево должно быть священным. К сожалению, нету вот этого почитания деревьев. И это в стране, где от деревьев все зависит. И на самом деле, вот Кыргызстан, в принципе, вот и с теми же этими израильтянами мы разговаривали, они говорят: Господи, у вас же вообще такая страна, что просто, вот вы говорите, что вот из России перестали поставлять этот лес. Ну вы же, говорит, вам даже не нужно никакой мелиоративной системы. У вас сколько будет только с голыми берегами. Ну все вы засадите, и у вас все будет, сколько надо. Любого леса. И даже, говорит, соседей. То есть на самом деле это куча проблем, потому что мы крайне небрежно относимся к тому богатству, которое у нас есть. Вот, опять же, задача общественности – это привить
пульт дерева вообще. Везде, во всех населенных пунктах. У нас вполне благоприятный климат по всему Кыргызстану, потому что росло очень большое разнообразие деревьев. Вот это должно, все участки, все населенные пункты, они просто должны утопать в земле. А уж никто не должен публично порубить лес вообще, дикий лес. Потому что если не посадил, то не имеешь права не сорвать, не вырубить. Только такой же. Так, Сейчас у нас обед по расписанию. Не, мы немножко сдвинули. На 2 подвинули? Да, но Венеру бы хотим, чтобы они в одном в этом. все. Все хорошо. Дмитрий Павлович, а можно... Вот Да. я могу вас упрекнуть, что вы меня не перебиваете. Да, мы вас не перебиваем, мы не решаемся. Ну, Дмитрий Павлович, нет, вот про среднегорные луга я уже достаточно много говорил. Давайте, Мгм. давайте. Я вот хочу просто для общей информации показать, насколько у нас разнообразные условия, которые обеспечивают вот, для нас такое разнообразие экосистем. Это вот, крупные леса, в каждом поясе свой набор экосистем. А это вот площади этих лесов. А вот кто чем богат. водой сыпется, где она? Вот и Сукуй. Сукуйская область самая богатая у нас. Но это в основном те ледники, которые снабжают водой. Оптимистично. В качестве, может быть, я понимаю, что надо уже Венере передавать, и мы вас действительно, и слава богу, что не перебивали. Но, Эмиль Жапарович, у нас, вот у меня вопрос просто или просьба, вот что можно делать? Вот мы видим ситуацию, да, то есть вот для всех нас важно, то есть, может быть, 2-3 слова про концепт микрозаповедников, вот какие-то, еще чего-то, что нам можно, вот не мешать, понятно, а как не мешать в этом смысле? Вот, Но я уже наши говорил в планы. связи с лугами, что нужно выявить сохранившиеся участки, которые имеют здоровую полную матрицу. И тем или иным способом, с помощью другого способа. То есть сохранение этих матриц, да? А? Сохранение матриц. Конечно, потому что если не будет из чего восстанавливать, то если мы потеряем и эти клочки, которые еще где-то сохранились, то мы просто потеряем. Вот мы уже сейчас из-за деградации пастбищ теряем около половины продуктивности этих пастбищ. И, соответственно, положим, тех, кто занимается животноводством, они должны в 2 раза больше работать, чтобы получить тот же самый эффект, то же количество продукции, которое раньше получали с нормальной животноводством. Я в школе как-то был в экспедиции, и там у института земледелия были вот такие огороженные участки везде. Они сейчас, интересно, сохранились или нет? Нет, да? Ну, И там они, помню, то есть мы считали, делали, стригли, смотрели, считали там и так далее. То есть таких уже участков нету нигде, да? И ты видел, что на этих огороженных участках какая была? Да, там прям. Рядом вообще там даже до этого колена не доходит, а там чуть ли не с головой. Да. Скажите, вот настоящая продуктивная. То есть это как раз та самая матрица, из которой потом можно было дальше. То есть нету, да, получается? Нету, потому что никто этим не занимается. На самом деле. Потому что все управляют. Можно у меня вопрос? Азыр природный паркты түзүүгө көп көңүл бурулуп атат да. Бизде Лейлекте де бир природный парк түзүлдү. И анан ошол природный парктын директору биздин партнер жергиликтүү НПО менен биргеликте долбоор алды азыр, грант алды. Билесизби, кандай спор болду? Мы вот с нашим координационным советом.
Ал природный парктын директору айтып атат, бизге биринчи кезекте жол курушубуз керек, тезирээк ошол жол эле курсак туристтер көбөйсө биз акча табат элек деп. А биздин партнерлор, НПОлор жок, сен жол курсаң, туристтер көбөйсө мынау парк жоюлат, жок болот. Биринчи кезекте инвентаризация өткөзөлү флора фаунаны. Ошону изилдеп көрөлү, бизде канчалык флора бар, канчалык фауна бар деп ошондой эме болду да. Мен сизден сурайын дегеним, ошол природный парктын өзү максаты эмне үчүн түзүлөт ошо? Ну, в принципе, эти природные парки, они как раз предназначены для того, чтобы было место контакта людей с природой. И причем с неразрушенной. Это предназначение парка. Сохранение природы и одновременно обеспечение контакта, обучения и так далее. Но, к сожалению, у нас эти парки не вполне соответствуют этой задаче. Ну, Волжский парк – это чисто безопасно. На самом деле там можно научиться тому, как разрушать. Ну, что касается дороги, то любая дорога, она является путем для уничтожения дикой природы. У любой дороги появляется зона, мертвая зона. Она там незаметна, не видна. Но кто видел, что, предположим, в 50 метрах от дороги жили какие-нибудь дикие звери, да? Не живут? Это значит все это, вся полоса, она очень сильно деградирует. И я не говорю о том, что там еще появляется масса вредных поверхностей, чужих, заразных, сорняков. То есть дорога должна быть по минимуму. И в принципе можно приветствовать только те дороги, тропы, по которым передвигаются не на машинах, а или пешком, или на лошадях. Пока в Избае ездили на лошадях, не было проблем с дорогой. Поэтому вот нужно очень быть внимательными к тому, что мы делаем и ради чего. Если мы хотим привлекать туристов, хорошо, привлекайте туристов, но на лошадях. Или пешком ходить, а не до самых там снегов, чтобы они ехали в машине. Вот это правильно. Потом, с другой стороны, значит, вот тоже нельзя все время говорить о том, что мы чего-то не делаем, потому что этого не изучили. То есть это все время откладывать на... Вот, если ты что-то хочешь сделать для природы, то тех знаний, которые ты сейчас имеешь, достаточно, чтобы начать от этого. Это главный принцип. Не нужно все время говорить, вот мы все еще изучили, не все еще. Для того, чтобы не мешать природе функционировать, достаточно не мешать и все. Она тут сама знает, как выстраивается. Так что вот эти моменты нужно все время иметь в виду, чтобы вот наша деятельность, которую мы считаем направленной на улучшение природы, не принесла на самом деле. Есть еще? Ну, у меня такой вот вопрос, просто больше на уточнение. Вот вы бывали во многих местах, и в частности, вот по Иссык-Кулю у нас есть ущелье Алтын-Арашан, есть Аксуйское ущелье. И вот как бы вопрос такой, что мы долго думали, спорили, пытались совместить какие-либо данные. Вот все-таки эти леса, они естественные, либо же они были насажены? Еловые леса? Да, еловые леса. Просто они как бы вот
С одной стороны, ну вот, очень похожи на искусственные, потому что, ну вот в некоторых местах просто там вот елочки там чуть ли не по сантиметру вымерено все. Ну а с другой стороны, то есть они находятся на довольно большой высоте, и вот А что касается в целом еловых лесов, то нет никаких сомнений, что это естественные леса. Что касается отдельных участков, то это территория Теплоключинского лесного хозяйства, и них там на некоторых участках были искусственные насаждения. И не только ели, там и сосны и так далее, причем это еще с довоенных времен все начиналось. Поэтому просто надо, вот, что касается отдельных участков, да, там могут быть такие посадки искусственные, которые пошли ручку там делать. На самом деле, а все остальное это там естественно. И вот тоже были разговоры насчет того, что и ореховые леса тоже искусственные. Александр Македонский насадил, еще какую-то чушку. Но это, вообще-то говоря, настоящий заговор против лесов, который не успешно реализован, в результате которого мы не будем иметь лесов вообще. Значит, они поддержали общее управление лесами, управление общим, что еще нужно, общественность управление. На самом деле это не общее было, ни одной минуты не было общего. Это просто раздали по частным хозяйствам, которые каждый свой участок знал и сам делал там все, что хотел. Там не было никакого общественного контроля. То есть не было общего. Теперь второй шаг, который там собирается реализовать, это приватизация этих участков. То есть они там за какую-то плату это все купят. Где? Ну, в том же это второй шаг. А третий шаг, самый интересный, ради чего они вообще с нами возились. Они выкупят это все. Этих владельцев. Вот, за бешеные деньги для владельцев. Тут вообще за копейки. И все это будет прекрасные места для того, чтобы вот эти ореховые леса превратить действительно в искусственные плантации. Места по рекреации для этих западных туристов и так далее. Просто золотое. Это как бы первое очередь. Дальше будут хорошие аппетиты, они это то же самое сделают со всеми остальными лесами. Вот для лесов, я думаю, что это просто смертельная вещь. Потому что на самом деле у них нет представления о лесах как экосистеме. Я по Европе поездил, я был и в швейцарских Альпах, в Германских, я видел, в каком состоянии леса это. Я все-таки географ, для меня просто противно там ходить, потому что это не леса. Искусственные все, да? Это насаждение. Вот по всей Дании я ездил, там, они в свое время они же вырубили до последнего дерева. А сейчас это очень естественная страна. Вот я по всей Дании ездил, говорил этим всем датским друзьям, когда у них хоть один покажите участок леса, который сохранился с прежней природы. Много лет ничего не показали. Там один раз свозили на остров, где там коряво сосенки противные, которые рисуют шибы. Вот это вот. А на что рубили, Эмиль Джейпарович? На корабли? Ну, на все подряд. В свое время же Дания была поставщиком этих рождественских елок для всей Европы. И сейчас она значительно ниже. А раньше она была одним из просто почти единственных таких коммерческих поставщиков. Сейчас у них там огромная плантация елок. А так у них строительный лес для, опять же, это же они в свое время сделали елок для промышленности. И все отопление всех этих предприятий
Ну, все было тоже за счет лесов. Вариантов никто нет. То есть они там на лесе хорошо выехали все. Сейчас полно леса. Я был на резиденции Кагулявой, нас свозили, там только я отсутствую, что там собрано кучка, Зайчики помытые все. Так что это... Да, кстати, наше агентство, наши охранники природы, наши операторы, все работают. Это настолько сильное вранье, потому что не нужно быть специалистом. Вот что это лес. Мы вот ездили. Кстати, и вот этот рестарт, они собираются вот на этот юридический участок. Олень. Ну, действительно, мы вернулись, подъехали. Одного из их товарищей взвешивают, он прошел, а они тут валяются рядом на травке. Ну, понимаете. Это правда. Последние вопросы уже, да? Да. Вот по поводу вашей рекомендации по структуре и вообще самой логики местных планов действий по прогрессии. Как вы думаете, как вот лучше? Вот у вас большой опыт по западному окончанию разработки методологических механизмов управления. Раз мы про это пытаемся разговаривать, и какие-то рекомендации у вас есть для нас, для наших областных управлений? Ну, я думаю, что самое главное, это все-таки как-то примиряться к местным условиям. Потому что обычно какие-то все стандартные методы, приемы, мероприятия проводить. Тогда, когда у них там, в зависимости от местности, свои какие-нибудь актуальные проблемы есть. И, значит, ну, я думаю, в самом общем плане, это, вот я уже говорил, что нужно, чтобы люди относились к объектам природы как партнеры. Это не что-то там, что просто так живет и растет. Ну да, такое же право на существование, это самое. Это вот надо выявить всех. Потом, значит, каждое село где-то находится неподалеку от какой-нибудь реки. Все должна быть программа, связанная с восстановлением приречной растительности. Чтобы это вот как раз было общее. Реально что-то оставалось. Ну и вот я думаю, что также можно было бы какие-нибудь небольшие программы по знакомству, вот типа краеведения. Образовательного и... Ну да, вот образовательные, краеведческие, которые были привязаны к данной здесь. Нужно комплексно. Ну, там много биографии очень много. Надо все привязывать. Ну, я думаю, что тут масса самых мероприятий. Я думаю, что это отдельно.